Здесь у нас удмуртский мерч. У нас здесь футболки с маниста, футболки с разными удмуртскими словами, с удмуртскими героями, собственно, с удмурт, с талмасами. И там дальше есть очень интересные открытки с игрой слов, для того, чтобы лучше запоминать удмуртские слова. Мы сегодня проводим День удмуртского языка, и этот праздник мы проводим всего лишь второй раз вообще. И во многом мы его инициировали в прошлом году, когда проводили его в первый раз. Теперь праздник стал международным, он проходит в Удмуртии, естественно, в Москве, в Петербурге, за границей, в двух городах Венгрии. В этом году впервые прошел в Словакии. И я думаю, что с годами праздник будет расширяться, набирать силы. Я очень рад всех вас здесь приветствовать. Меня зовут Артем Малых, если что. Я один из организаторов этого вечера. Вместе с моими коллегами, вместе с обществом ЕД. Спасибо всем, что вы нашли время и возможность сегодня сюда прийти. Сегодня мы сконцентрируемся на удмуртской литературе. И этому будет посвящен сегодняшний вечер. Значит, в нашей программе сегодня выступление Веры Григорьевны Пантелеевой, доцент литературного института имени Горького. Она сделает обзорную лекцию об удмуртской литературе 20 века. Во второй части студенты, которые учатся на организованной ею программе по удмуртско-русским, русско-удмуртским литературным переводам в литературном институте, прочитают нам стихи на удмуртском языке, познакомят всех нас с прекрасными произведениями удмуртской поэзии, чтобы послушали, как звучит этот язык, насладились его красотой. Кроме этого, у нас есть неформальная составляющая, в которую входит небольшой, сзади, как бы это назвать такое? Маркет изделий. Там есть футболки, нашивки, которые представляет мастерская Тылши. Светлана там представляет эти изделия, их можно у нее приобрести. Кроме того, у нас блюда удмуртской кухни, кто успел попробовать. Блюда, напитки. Наверное, из основного все. Как здесь все работает? Мы в этом зале располагаемся, у нас примерно 2 часа. Значит, здесь есть Wi-Fi, если вам нужен Wi-Fi, а мобильная связь здесь плохая. Здесь написан сеть и пароль. Там туалет, пожалуйста, если вам нужно выйти, выходите через зону, где маркет, там кухня. Выходите через нее, пожалуйста, они там находятся. В остальном все. И еще раз спасибо всем, что вы пришли. И для нас сегодня, я думаю, это такой праздник, и в Удмуртии праздник, много мероприятий. Сегодня видел фотографии, дети в школах веселятся, в детских садах много мероприятий. То есть это такой радостный день. Но мне кажется, что всегда важно помнить тех людей, которые положили свою жизнь во благо удмуртского языка, которые защищали удмуртский язык, удмуртскую культуру, удмуртский народ, но ушли из жизни и теперь не с нами. И я бы хотел сегодня, в этот радостный день, все равно отдать дань памяти тем важным людям, которые покинули нас буквально недавно. Это Альберт Алексеевич Разин, и это удмуртский ученый, философ, боровшийся за удмуртский язык, защищавший и продвигавший удмуртские традиции, удмуртскую религию. И Наталья Пугачева, одна из участниц коллектива «Бурановские бабушки», благодаря которому Россия и мир больше и шире узнали об удмуртах, об удмуртской культуре. И я бы попросил вас всех почтить их память минутой молчания. Большое спасибо. Давайте тогда перейдем к лекции, и я с удовольствием... Я прошу прощения, еще хочу передать слово
Маргарите Родионовне Сельченковой. Это руководитель Национально-культурного общества ГЕР Удмуртского, ведущего Удмуртского общества Москвы. Я прошу ее тоже вас поприветствовать сегодня в честь этого праздника. Здесь буреш, гажаная шьет, ванде статич калашкота удмурт праздники, удмурт каллен нуналыныз, шонер вераз Артем, та праздник земно малпашку тыш, но шумпот тыш. Шумпотком удмурт калмы мелемыз бугажьяшуза, малпашкуты, малпашкутоне вот те кыжимеда тут быча саклык висячком ашмёста удмурт калмылы. Добрый день, дорогие друзья! Всех поздравляю с праздником, с новым праздником, Всемирным днем удмуртского языка. Буквально позавчера в адрес Удмуртского общества ГЕР поступило письмо от Всеудмуртской ассоциации Удмурт-Кенеш Татьяны Витальевны Ишматовой. Она рекомендует провести этот праздник в любом формате. Сообщается, что праздник Всемирный день удмуртского языка был учрежден Всеудмуртской ассоциацией Удмурт-Кенеш в прошлом году, конкретно на межрегиональной научно-практической конференции, посвященной столетию первого Всеудмуртского съезда удмуртов в городе Елабуга. Рекомендуется проводить мероприятия, мы это делаем. Надеяться, что наши совместные дела будут приподняты на сохранение и развитие удмуртского языка. Я еще раз хочу добавить, что дополнить, буквально вчера в здании правительства Москвы прошло заседание, расширенное заседание Совета по делам национальностей в правительстве Москвы. И в частности Удмуртское общество ГЕР входит в состав Совета по делам национальностей, конкретно участвует в работе комиссии по этнокультурному развитию. И здесь вчера было сказано, что Совет является такой площадкой для этнокультурного развития многонационального московского сообщества. И в частности, конкретно постоянное представительство Удмуртии в адрес участников нашего мероприятия отправила приветственный адрес. Я его зачитаю. А подытоживая, я бы хотела сказать, что не надо грустить. Все наши мероприятия и наши связи, наши рычаги, это Удмуртское общество в Москве, курсы удмуртского языка, Совет по делам национальности, Постпресс в Удмуртии. Все вот эти наши связи и рычаги дают надежду, что мы сможем сохранить и развить наш удмуртский язык. Спасибо. Хочу зачитать приветствие постоянного представителя главы Удмуртской республики при президенте Российской Федерации Михаила Викторовича Хомича. Дорогие друзья, рад поприветствовать вас на Всемирном дне удмуртского языка. Этот день приурочен к принятию закона Удмуртской республики о государственных языках Удмуртской республики и иных языках народов Удмуртской республики, согласно которым удмуртский язык приобрел статус государственного языка. Удмуртский язык певуч и мелодичен. На нем писали свои стихи Кузибай-Гер и Ашальчуки, композиторы Герман Карепанов и Геннадий Карепанов-Камский вдохновлялись им для написания опер и оперет, а в 2012 году с песней на удмуртском языке бурановские бабушки покорили весь мир. Уверен, благодаря организованным вами проектам, направленных на популяризацию удмуртского языка, возрастет интерес к его изучению и сохранению. Спасибо. Штау Тибетбы. Ну и я передаю слово тогда Вере Григорьевне Пантелеевой, доцент литературного института имени Горького, кандидат филологических наук, ведущий удмуртский литературовед. Здесь ближе к женой шьёс. Шум потечко там, да трос ти тачелык тиды. Добрый вечер, уважаемая публика. Рада вас приветствовать. Я впервые в таком формате выступаю, поэтому несколько волнуюсь. Я думаю, волнение всем понятно, потому что, ну, во-первых, я говорю о своей родной, любимой
удмуртской литературе и как бы вот популяризация, продвижение ее. Это моя не только профессиональная, скажем, стезя, но я искренне, собственно, люблю литературу, потому что и не представляю, как можно еще чем-то иным заниматься. И сегодня я в состоянии, ну вот в таком, наверное, что я как будто на выданье, да, своего там ребенка, и я должна, видимо, всячески хвалить, позиционировать, но при этом не должна сойти, скажем так, на такое субъективное восприятие. Очень хочется, чтобы мое выступление было максимально объективным с точки зрения каких-то акцентов, оценок, анализа и так далее. Значит, тема озвучена очень широко. Удмуртская литература 20 века. И у меня есть... Не слышат, кто дальше сидит. Да. Ну вот кто дальше сидит, либо погромче. А пусть, может быть, ближе, мне микрофон точно не нужен, я не очень люблю. У меня голос звонкий, я преподаватель. Значит, тема очень широкая, я думаю, что с одной стороны можно галопом по Европам и как бы совсем чуть-чуть. Но, наверное, это не самый перспективный и такой путь, не самый продуктивный, скажем, путь. Поэтому я думаю, что я начну от истоков, и до какого периода дойдем, ну, в общем, значит, вот дойдем. Очень надеюсь, что до современности, но если останутся вопросы, но не будет времени, я думаю, может быть, будет повод для следующих встреч. Значит, любую литературу можно сравнить с деревом. Любая литература имеет корни, корневую систему, ствол и крону. Но кроме этого, любая литература имеет еще и свежие ростки и побеги, да? Гнилой корень, не дающий новых ростков, это гнилой корень. И понятно, я вот в такой растерянности, я могу долго говорить о корневой системе литературы, то есть об истоках. Очень можно говорить долго о периоде таком классическом, если ассоциировать со стволом, да, и можно говорить о кроне, о современном состоянии. Поэтому посмотрим, как у нас получится разговор. Значит, если говорить об истоках литературы, то все литературы мира, и удмуртская не является исключением, собственно, держатся на 3 китах. Не может быть литературы без письменности, не может быть литературы без устного народного творчества, и не может быть литературы без переводного клерикального этапа развития. Только в истории мировой литературы, только греческая культура и греческая литература не имеют вот этого 3-го этапа, потому что 3-го сегмента, скажем так, потому что греческая литература возникла как самодостаточная изначально, поэтому слово «варвар» греческого происхождения переводится на русский язык как «нецивилизованный». Поэтому греки, в общем-то, осмеливаются все другие культуры, народы, видимо, так именовать. Что касается возникновения письменности, то общепринято в удмуртской филологии говорить о том, что удмуртская письменность возникла в 1775 году, это конец XVIII века, и возникновение письменности связывают с именем Вениамина Пуцика Григоровича, епископа Русской Православной Церкви, митрополита Казанского и Свияжского. Конечно, в специальной лингвистической литературе, особенно в последнее время, ведутся споры о том,
точно ли письменность возникла в 1775 году. Но оставим эти споры лингвистов за пределами нашей лекции, потому что эта дата все-таки среди большинства филологов принимается. И возникновение письменности связано с тем, что в 1775 году в Казани были изданы сочинения, принадлежащие грамматике водского языка. Автор Вениамин Пуци-Григорович. Параллельно вот с этими сочинениями автор издает еще другой труд, другую книгу, сочинение, принадлежащее грамматике марийского языка. Речь идет о том, что в этой книге, во-первых, было авторское предисловие, где Вениамин Пуци-Григорович пытается охарактеризовать и дать оценку состоянию водского языка. И, во-вторых, эти сочинения содержали лексический пласт, состоящий из 1400 слов, удмуртских слов, с переводом на русский язык. И, собственно, с точки зрения лингвистики можно считать, что это такой первый свод удмуртского лексического словаря. Если говорить о фольклоре, то это фольклор, это бездонный сундук. В удмуртском фольклоре это, в общем-то, общепризнанный факт. И если сегодня к нам едут в республику финны, венгры, эстонцы, немцы, филологи, то они в первую очередь, конечно, едут за тем, чтобы посмотреть, полистать своды фольклорно-этнографических материалов. Потому что экспедиции по сбору фольклора, очень много было интересных экспедиций уже в середине XIX века, в конце XIX века. И, слава богу, трудами, в общем-то, просветителей, миссионеров, в том числе и зарубежных, и Вихман, и Мункачи и так далее, очень большой пласт, очень большой корпус фольклорных текстов был сохранен, запечатлен, зафиксирован и был издан еще в XIX веке. Я не фольклорист, поэтому не буду вдаряться в какие-то изыски там, в жанровом плане и так далее. Мне важно проследить, как литература вбирает в себя фольклорные элементы, фольклорную образность, символику, метафорику, скажем так, и перерабатывает как бы в авторские тексты. Забегая вперед, можно сказать, что удмуртская литература вплоть до, не побоюсь этого слова, наверное, 70-х годов 20 века была очень круто замешана на фольклоре. Перед вами четверостишие одной лирической песни. Когда я читаю в оригинале, я попыталась перевести дословно, с учетом того, что в языке у нас нет категории рода, то действительно можно это перевести и от лица субъекта мужчины, и от лица субъекта женщины, да? Но обратите внимание, по содержанию этого текста, это древняя удмуртская лирическая песня. Мы понимаем, что вот все те составляющие, сострадание, милосердие, да, то есть герой или героиня не о себе думают и пекутся, да, то есть посыл эмоциональный направлен на объект любви. Я плачу от того, что ты одинок. Или ты одинока. Не потому я плачу, что я одинока, да? И вот эта тональность, эта интонация сохранится в удмуртской женской поэзии вплоть до 70-х годов, а в удмуртской женской поэзии вплоть до сегодняшнего дня практически. И, конечно,
удмуртская женская лирика – это отдельная тема. Я ее сегодня практически не буду, наверное, затрагивать или очень вскользь. Для этого, в общем-то, надо встретиться и поговорить отдельно. И, наконец, если говорить о переводном периоде развития литературы, то это в основном XIX век. Я привожу только какие-то фрагменты, вот, образцы, отдельные факты перевода религиозной литературы на удмуртский язык. Поверьте, это точечный, этот список на самом деле огромный. Я только привожу переводы Евангелий. И надо сказать, что кроме Евангелий переводилось много других всевозможных религиозных текстов, молитв, жития святых и так далее. Этим периодом развития удмуртской литературы и удмуртского языка очень плодотворно занимался, во-первых, Анатолий Николаевич Уваров, удмуртский литературовед и поэт. Сегодня очень плодотворно этой проблематикой занимается Борис Каракулов, отчество забыла, Борис Каракулов, преподаватель Глазовского пединститута. И у них изданы безусловные монографии, и в разных источниках у этих авторов фигурируют вот две цифры. Они утверждают, что до революции 17 года в целом было издано около, ну, скажем так, 300 переводных книг на удмуртском языке, и большая часть вот этого корпуса – это книги религиозного содержания. Безусловно, когда эти переводы в основном выполнены русскоязычными священниками, в каких-то ситуациях переводчики нам неизвестны. Поэтому вот эти переводы 1824 года, их сегодня практически невозможно понять с точки зрения содержания. Что касается перевода Михеева 1904 года, это с точки зрения уже литературного языка, это достаточно качественный перевод. Поэтому Иван Васильевич Тараканов, доктор филологических наук, очень крупный лингвист, финно-угровед, ныне покойный, он утверждал о том, что современный удмуртский литературный язык берет начало, собственно, вот от переводов 1904 года, выполненных Михеевым. С этой точки зрения вот этот факт возможен, можно, наверное, сопоставить с деятельностью Пушкина. Мы говорим, что современный русский литературный язык начинается с творчества Пушкина. Пушкин привнес новый русский язык, потому что все, что до Пушкина, это все сложнее. Ломоносов, Тредьяковский, Херасков, Сумароков по сравнению с Пушкиным – это архаика, безусловно. Вот с этой точки зрения вот эти переводы, выполненные Михеевым, это качественно новый удмуртский язык. Мы о Михееве еще поговорим чуть позднее. Безусловно, когда священнослужители занимались переводом, а Михеев не был священнослужителем, он был педагогом, просветителем, уже сейчас мы назвали культуртрегером, да? Он был зачинателем журналистики на удмуртском языке и так далее, то, но при этом даже он в своих, например, переводческих статьях утверждал о том, что переводы необходимы для того, чтобы переводы носили, скажем так, утилитарно-практический характер. Они были обращены на процесс христианизации, безусловно. Они все носили такой религиозно-клерикальный, действительно практический, меркантильный характер.
и во всех букварях и учебниках Михеева, которые он параллельно как раз начал писать в начале 20 века, тексты, светские тексты сочетаются, значит, с религиозными текстами. Если говорить вот о периодизации удмуртской литературы, то существует несколько вариантов периодизации. Был вариант советской поры, где общепризнанно считалось, что удмуртская литература начинается с 1889 года, с издания первого стихотворения на удмуртском языке Верещагиным. Значит, периодизация Домакаша, венгерского ученого, который в 1975 году в Венгрии издал монографию «Удмуртская литература», история удмуртской литературы. Домакаш утверждает, что истоки удмуртской литературы начинаются в конце XVIII века. В школьной программе для школы мы все-таки считаем, что истоки удмуртской литературы – это начало XIX века. То, что я сейчас предлагаю как истоки, вот конец XIX, это вот прямо вот именно для нашей аудитории. Это не надо считать, что, в общем, такой филологической, литературоведческой концепции. Нет, это исключительно моя периодизация вот в рамках этой лекции, потому что мы не будем говорить о конце 18, начало 19, потому что я предлагаю все-таки акцентировать внимание уже на светской литературе. И с этой точки зрения, вот моя периодизация, первая периодизация, первый этап, и я назвала этот этап даты и между фольклором и литературой. В дальнейшем мои этапы будут тоже традиционно привязаны к определенным десятилетиям историческим. Такая привязанность, она традиционна для истории национальных литератур всех народов. Но вы должны понимать, не случайно я пишу в данном случае между фольклором и литературой. Дальше у меня будет тоже между Ренессансом и соцреализмом. Мы должны понимать, что и дальше вот все этапы между. Это очень интересно с точки зрения культурологии и историографии. Иногда мне кажется, что, собственно, у нашей родной, любимой удмуртской литературы как бы и не было такого периода, когда бы она была самоценной, самодостаточна. Она все время между чем-то и чем-то. Вот в силу исторически складывающихся обстоятельств. Она все время вынуждена выбирать или существовать вот в каких-то в рамках, в заданных. Это очень интересно, и, может быть, только сейчас, в начале 21 века, мы понимаем, что удмуртская литература все больше и больше приобретает вот такую некую идентичность и пытается вот идти по своему пути. Первый этап, значит, который я предлагаю, этот список из, сколько у меня там, 7 персоналей. Конечно, это не полный список. Здесь можно продолжить, но я концентрирую внимание на самых ярких персоналиях, на самых ярких личностях, потому что каждый из них, о каждом из них можно рассказать отдельную лекцию, 2-часовую. Прошу прощения. Здесь, значит, я абсолютно буду обзорно и экскурсно, с тем, чтобы специально акцентирую внимание на датах жизни. Все они классические просветители, все они двуязычные. Это первая плеяда удмуртской интеллигенции. Большинство из них закончили Казанскую учительскую и народческую семинарию.
Казанская учительская и научная семинария была создана Николаем Ильминским в 1872 году и просуществовала до 1919 года. И почти за 50 лет существования это учебное заведение закончило 1500 выпускников. Из этих 1500 выпускников половина были этнические русские, дальше очень много татар, порядка, по-моему, там 400, но было 60 удмуртов. Мне кажется, это, в общем-то, уже солидная цифра. И как раз, если мы говорим о такой просветительском периоде литературы и культуры, то как раз большинство из этих 60 человек, выпускников Казанской учительской духовной семинарии, в дальнейшем станут открывать удмуртские школы и на территории Удмуртии, на территории Татарстана, и на территории Мариэл, Центральная водская школа в Карлыгане, да, основатель Кузьма Андреев, он выпускник этого учебного заведения. И очень коротко о каждом из них, потому что, я еще раз говорю, список огромный, но именно вот эти фигуры наиболее какие-то яркие следы оставили в литературе с точки зрения формирования жанров, с точки зрения зарождения переводческой культуры, вообще культуры письма и так далее. Григорий Егорович Верещагин. Первые две его книги «Ватики Сосновского края» и «Ватики Сарапульского уезда Вятской губернии» были изданы в Санкт-Петербурге. По жанру это этнографические очерки, но этнографические очерки с включением, скажем так, уже малых жанров прозы, это рассказы. И в сборнике «Ватики Сарапульского уезда Вятской губернии» в 1889 году было включено стихотворение «Чагыр-Чагыр-Дыдыке». Это авторская переработка лирической народной песни. И очень долгие годы литературоведы и фольклористы спорили между собой, является ли это стихотворение оригинальным авторским текстом, или все же это один из вариантов, бытовавший в разных районах Удмуртии, лирической народной песни. Но мне кажется, уже в споре в этом поставлена точка. И Татьяна Григорьевна Владыкина, наш, в общем-то, один из самых известных, именитых и авторитетных фольклористов, поставила точку, все-таки сказав, что это есть оригинальный авторский текст. Поэтому мы смело сегодня можем считать, что первое удмуртское стихотворение на основе авторской песни было написано в 1889 году, и автором этого текста является Григорий Егорович Верещагин, просветитель, поэт, этнограф, переводчик, священник. Он известен также как первый автор такой научной статьи по переводоведению. Это маленькая брошюрка, называется «О книгах на водском языке». И эта статья в формате маленькой тоненькой книжки была издана в Вятке в 1895 году. И, конечно, надо сказать отдельно о переводе поэмы Пушкина «Сказка рыбаки и рыбки». Эту поэму Верещагин перевел, видимо, в конце 80-х годов, точно дата неизвестна, под названием «Зарничурык». Любопытная история публикации этого произведения. Дело в том, что при жизни Верещагина этот перевод не был опубликован. Этот перевод, эту рукопись случайно обнаружил в 1966 году в подвальном помещении библиотеки УДНИ,
Удмуртского научно-исследовательского института, который в то время располагался, институт по улице Советской, напротив, рядом с кинотеатром «Дружба», напротив здания МВД, Министерства внутренних дел. И там, значит, в подвальном цокольном этаже располагалась библиотека. И Петр Кириллович Поздеев, фольклорист, поэт, этнограф, по своим научным делам в потемках бродил по этим коридорам, узким коридорам библиотеки и споткнулся об какую-то веревку. И, в общем, там оказалось какие-то мешки с рукописями. В общем-то, уже бечевки, веревки истлели, и из этого мешка посыпались рукописи. Это оказалось 3 мешка рукописей Григория Егоровича Верещагина. Они там, возможно, лежали с 30-х годов до 66-го года. Вот случай, когда рукописи не горят. И благо, что споткнулся об эту веревку фольклорист Поздеев. Если бы другой, то могли эти вот мешки так и как-то, если бы уборщица, я допускаю, что это куда-то бы все и ушло, не туда. И он понимал толк. Потом, когда начали присматриваться, действительно, это оказались рукописи Верещагина. И среди прочих его научных трудов вот была и рукопись перевода сказки Пушкина под названием «Зарничорок». Нигде в рукописи не указано, что это есть перевод. Как будто автор выдает это за свой оригинальный текст. Не указана дата, когда этот перевод был выполнен. Но текстологи, мы, литературоведы, понимаем, что это переводной текст. Впервые эта поэма, эта сказка была опубликована в 1973 году в журнале «Молот». Сейчас это включено уже в школьные программы. И сейчас мы пишем, говорим, что это такой адаптированный перевод Пушкина, потому что герои сказки названы удмуртскими именами: Баймет Пельга. Действие происходит на территории Удмуртии. Ну, в общем, но сюжетная канва, конечно, это Пушкин. Почему Верещагин не указывает, что это есть перевод? Криминально ли это? Конечно же, нет. Если взять историю литературы и русской на начальных этапах развития, то есть Пушкин очень часто переводил с французского, не указывая, что это переводы, да? Лермонтов, Жуковский и так далее. То есть это традиционно на начальных этапах развития любой литературы. Сейчас труды Григория Егоровича Верещагина опубликованы в 6 томах. Очень много для популяризации имени Верещагина делал и делает Василий Михайлович Ванюшев, доктор филологических наук. Он в начале 90-х годов защитил докторскую диссертацию по творчеству Верещагина. Он как раз систематизировал, проанализировал вот эти рукописи, обнаруженные в 3 мешках. И провел колоссальную текстологическую работу со своими аспирантами. И сейчас, еще раз говорю, Верещагин у нас издан в 6 томах. И это, конечно, радует, это колоссальный труд, тираж большой. Все, кто интересуется, можете найти, и в том числе в каталогах электронной библиотеки. Собственно, на дом, очень интересно, не буду вдаряться, умер в 30-м году практически в нищете. Потому что советская власть ему не назначила пенсию, потому что он был священнослужителем. Его содержали дети. Детей у него было много, 6 человек. Не владею сейчас точной информацией, но знаю, что внуки, правнуки в основном живут сейчас в Санкт-Петербурге. Его дом, где он умер, и, говорят, долго стоял на углу улиц Красногвардейской, Красноармейской и Ломоносова, на том месте, где сейчас находится 6-й корпус университета, Удмуртского госуниверситета. И вот как раз на стене нового 6-го корпуса Удмуртского госуниверситета есть доска в память с надписью, что вот здесь, на этом месте был дом, жил и умер Григорий Егорович Верещагин. Конечно, были какие-то инициативы, чтобы университет назвать именем
Григория Егоровича Верещагина. Инициатива исходила в свое время от Кузьмы Ивановича Куликова, но, в общем, она не была доведена до логического конца. Иван Степанович Михеев. Он заслуживает того, чтобы мы о нем говорили отдельно, потому что колоссальная фигура, абсолютно по значимости, по широте. Он родился в Кукмарском районе Татарстана, в деревне Оштурма-Юмья. Это в той деревне, где потом родится Кельмаков, Валентин Кельмакович, например. И в этой школе чтят память о Михееве. Роскошный есть музей, я там была уже несколько раз. Хороший, очень роскошный музей с вещами, с личными вещами Михеева. Мы видим, что дату смерти 1937 год. Он был репрессирован очень печально, жестоко. Ему уже было много лет. Можно посчитать, по-моему, 60 с чем-то. А мы его должны помнить потому, что он был не только просветителем, писателем, публицистом, переводчиком, драматургом и так далее. Он стоял у истоков зарождения национального образования, собственно, удмуртской школы. Он писал буквари для водских детей на удмуртском языке. Вот букварь перед вами 1904 года. Более того, он их писал, он их издавал сам, потому что он, будучи профессором Казанского университета, был достаточно обеспеченным человеком. И он содержал и имел в частном владении типографию. И очень много издал книг на удмуртском языке, собственно, в общем, так безвозмездно, на собственные деньги. Еще ряд его книг. Кроме прочего, в 1905 году он начал издавать как публицист, как журналист «Удмурт Кылын календарь». Это такой ежегодный альманах. Вышло 5 книг. В 1909 году альманах был арестован, поскольку уже в воздухе витали демократические идеи, и уже была первая революция 1905 года. И за революционные идеи, понятно, журнал был запрещен. Но Иван Степанович Михеев успел очень много сделать. Во-первых, этот ежегодник имел разные рубрики. Кроме, собственно, вот каких-то таких социально-бытовых рубрик, там была рубрика «Здоровье». Элементарно учили, все тексты были на удмуртском языке. Элементарно учили, например, гигиене. Дальше была рубрика «Образование», где печатались детские стихи и детская проза переводная. Чаще всего это детские рассказы Ушинского, Льва Толстого в переводе на удмуртский язык. Михеев сам их переводил для того, чтобы для семейного чтения. Дальше там была рубрика «Домашнее хозяйство». Переводные тексты, как ухаживать за пчелами, за лошадьми и так далее, и так далее. Очень интересный такой универсальный журнал «Удмурт Кылын календарь». И в том числе там уже печатались и первые литературные произведения, например, Можгина, о котором я ниже скажу. И кроме того, будучи автором и издателем «Удмурт Кылын календарь», мы считаем, что Михеев стоял у истоков зарождения удмуртской национальной журналистики. И, собственно, Александр Григорьевич Шкляев, долгие годы заведовавший кафедрой и факультетом журналистики в университете, он как раз везде писал, что удмуртская журналистика рождена в 1904 году. Кроме прочего, Иван Степанович Михеев стоит у зарождения удмуртской драматургии. Я перечислила ряд его пьес. Они все изданы в Казани.
на удмуртском языке. Русскоязычный вариант это я уже сама вам предлагаю, чтобы вы поняли, о чем речь. И очень интересно, что все пьесы по содержанию тоже носят такой просветительский характер. Но очень интересно, вообще драматургия очень часто во всех литературах бывает ахиллесовой пятой. То есть это самый сложный род литературы. Можно сказать, что для удмуртской литературы точно ахиллесова пята, потому что очень мощных, сильных драматургов у нас по пальцам пересчитать. Практически, две фамилии, там 2-3 фамилии. Современная драматургия – это вообще проблема, потому что Удмуртский национальный театр плачет от того, что нет репертуара, и поэтому они вынуждены очень часто ставить переводные пьесы. Но я все это могу и адресовать по отношению к русской литературе. Вот если взять, кого мы можем назвать, да, Чехов, понятно, Чехов. Но Чехов уже умер в 1904 году, но его все 4 пьесы идут во всех сценах мира, в том числе в русском театре, да. А что после Чехова? Несколько фамилий: Арбузов, Вампилов, Розов в советской драматургии. Еще сколько-то там, еще 3 фамилии на всю русскую литературу, да? Но все-таки, посмотрите, Чехов, вот классика, она котируется, и Чехова смотрят. Поэтому можно много говорить. Тоже отдельная тема драматургия в целом, в том числе удмуртская драматургия. Но интересно вот что. Сейчас очень хорошо, плодотворно, продуктивно удмуртской драматургией занимается Светлана Тимофеевна Арикеева, удмуртский литературовед, преподаватель Удмуртского госуниверситета. Есть интересные статьи, и она проводит какие-то семинары, обсуждения. И вот в процессе обсуждения этих проблем мы приходим к выводу, мы приходим к такому выводу. Как раз в 20-е, даже чуть раньше, в 30-е годы очень много было драматургов и очень много вообще пьес таких однодневок. Они издавались отдельными книгами и так далее. С точки зрения жанрообразующих факторов, с точки зрения сюжета, с точки зрения выстраивания характеров и диалогов, сегодня они не выдерживают критики. Мы можем сказать, они слабые пьесы. И они скучные, как бы с точки... Была бы я просто рядовым читателем, я бы это не читала. Я это читаю, потому что профессионально как литератор, да. Но они скучны. Но вот современная уже драматургия, она интереснее. И диалоги, и сюжетостроение, и характер. Но вот этот пласт, этот корпус драматургии интересен удмуртскостью. При этом, понимаете, то есть с точки зрения жанра слабые тексты, но с точки зрения проблем поднимаемых, они очень острые, социально актуальны. Там те же проблемы поднимаются, которые актуальны сегодня для нас. Сохранение удмуртского языка, сохранение вообще удмуртскости и так далее, и так далее. И характеры, они, знаете, вот поведенческие стереотипы, там выведены удмуртские люди. Это очень интересно. По сравнению с современными пьесами, они изысканно сделаны, виртуозно с точки зрения жанра, но герои становятся такими универсальными, исчезает удмуртскость, то, что так называемая идентичность. И поэтому, мне кажется, будущим литературоведам, которые придут уже на смену нам, тем литературоведам, которые будут заниматься наукой, изучением литературы, которым сейчас 20-25 лет, вот надо обратить внимание вот на этот пласт литературы, на 20-е годы, и в том числе на драматургию. Там очень много интересных нюансов и вещей. И вот как раз сейчас пришло время это все осмыслить и проанализировать. Иван Васильевич Яковлев. Очень коротко о нем, потому что информация есть на стене. Главное, что он в 22-м и в 28-м
годы издал отдельными книгами 2 поэмы «Янтамыр Батыр» и «Вармонтем Батыр». Сейчас эти поэмы включены в школьную программу. Когда я училась в школе в 70-е, 80-е годы, мы не знали ни о Верещагине, ни о Михееве, ни о Яковлеве. Их не было в школьной программе, в официально советской. Между тем мы сейчас понимаем, что вот эти 2 поэмы «Янтамыр Батыр» и «Вармонтем Батыр. Непобедимый богатырь», они сделаны на основе удмуртских легенд, преданий. И с точки зрения уже сюжетостроения они по литературным канонам выполнены. И мы понимаем, что это очень интересные литературные тексты. Иван Васильевич Яковлев тоже родился на территории Татарстана, тоже закончил. Михеев – выпускник учительской Казанской семинарии, Яковлев – выпускник учительской Казанской семинарии. Он умер в 1931 году от туберкулеза. Михаил Григорьевич Можгин тоже родился на территории Татарстана, Урус-Тамак, Баблинский район. И он, как Грибоедов, вошел в литературу единственным произведением, так и вот Можгин вошел в удмуртскую литературу единственным произведением балладой «Беглый», который был опубликован вот в Михеевском календаре, Удмурт-Калын календарь в 1909 году. Он хорошо владел рядом языков, учительствовал, тоже умер от туберкулеза, 29-й год, очень в раннем возрасте, мы видим, но это уже самостоятельно, абсолютно авторская баллада «Беглой». Это очень раннее произведение в рамках удмуртской литературы. Традиционно эта баллада всегда включалась в школьные программы и до сих пор. Речь идет о временах древних, когда удмуртских парней призывали на 25 лет в рекрут. И не выдержав всевозможных издевательств, они часто бывали вынуждены убегать и скрываться в лесах. Дальше этот сюжет угнетенного, порабощенного, в общем-то, беглеца, он станет одним из ключевых и в 20-е годы, и в 30-е годы, и целый ряд писателей создадут свои произведения. В 1928 году появится повесть «Кузнюк» Соловьева, «Длинный лог», тоже с героем-беглецом. Дальше, в 1934 году Игнатий Гаврилов поставит драму «Жингрес-Сижил» в основе. Это же история. Дальше, в 1939 году Игнатий Гаврилов напишет поэму «Саны», то же самое, с этой сюжетной линией. И в целом мы сегодня можем говорить, что в удмуртской литературе это очень интересная тема. Во многих литературах нет этой темы. В удмуртской литературе есть целая своя беглояда, как назвал Александр Григорьевич Шкляев. И вот в этом контексте можно рассматривать ряд произведений разных авторов. Но основоположником является Михаил Григорьевич Можгин. И, конечно, легендарная личность, трагическая личность Кедра Дмитрий Иванович Карепанов. Дата жизни 92-48, он был репрессирован. Он был репрессирован дважды. И, конечно, его можно рассматривать и в рамках первого периода, и второго периода. Здесь я акцентирую внимание на то, что он в 910-12 годы написал автобиографическую повесть «Дитя больного века» на русском языке. На самом деле повесть, написанная на русском языке, не имела заглавия. «Дитя больного века» – это уже наносное, кто-то случайно, во всяком случае в 60-е годы, впервые повесть с купюрами была напечатана в 1965 году. Сейчас вышла очень интересная диссертация Ларисы Дмитриевой, которая занимается биографией, текстологией. И она, конечно, очень интересная диссертация. Она как раз уверяет, что
повесть автобиографическая в рукописи в оригинале название, заголовок не имела, что «Дитя больного века» это уже приписала Зоя Алексеевна Богомолова своей рукой. А это строчка из русской поэтессы Юлии Жадовской. Но повесть сама по себе интересна, потому то, что она русскоязычная, и то, что она действительно с точки зрения стиля филигранно написана. А речь идет действительно о его собственной судьбе, потому что Кедрай Митрей родом из поселка Игра, и он пошел учиться пешком в Казанскую учительскую семинарию за 600, по-моему, верст, или там, сейчас не припомню. И это он все это описывает, как он шел пешком на разных перекладных. И оказавшись в Казани в период революции 905-907 годов, он стал посещать марксистские кружки в Казани. И набравшись вот этих новых идей новаторских, однажды на уроке по закону Божию он встал с последней парты и сказал: «А Бога нет». Понятно, за что был исключен из стен Казанского язык потерять. У нас нет этого права. И, наконец, конечно, можно было как бы завершить этот разговор, но мне, как литературоведу, не дает покоя еще судьба двух пока что неизвестных в биографическом плане авторов. Одним из них является Алексей Денисов. Мы не знаем его отчества, мы не знаем даты его жизни. И я, видимо, дело уже будущих исследователей. Дело в том, что в Казани в 19 году вышла книга «Манам Пеныч Пекджеме», и автор Денисов указан. Но про эту книгу мы никто не знали. Это библиографическая редкость. И, собственно, впервые эту рукопись, эту книгу обнаружил в фондах Хельсинского университета Александр Григорьевич Шкляев. Уже в постсоветский период, когда наши ученые стали выезжать за рубеж, надо сказать, что архивы Хельсинского университета очень содержат богатый материал по финно-уграм и очень интересны там рукописи. И Манам Пеныч Пекджеме. Речь идет это автобиографическое повествование достаточно небольшого формата. Речь идет о том, что случилось с автором в период Первой мировой войны. Он попал в плен, и он жил на территории Германии в качестве раба у зажиточных немцев. И дальше, в общем, это все описывается. И в конце речь идет о том, что мы шестером сбежали с плена. Он пишет: «Я сам из деревни Кумак, Пуршурская волость, Елабужский уезд». Это сейчас территориальная деревня Кумак Можгинского района. Вот конечно, мы двое остальных, значит, из Пермской губернии, один из Сибири, один из Смоленска, один из Саратова. Среди все не русские, я один удмурт. И, конечно, сейчас сюжет очень интересный. Это такой детектив, хорошо написанный, с разными приключениями. Я сейчас даже включила это повествование в учение для 8 класса. Мне кажется, вот как раз для 8-классников на этот возраст сюжет как раз ляжет. И, ну вот очень интересно, сейчас вообще, наверное, краеведы Можгинского района должны задуматься, вообще начать искать следы родственников этого Алексея Денисова. И еще Михаил Семенов, то же самое. В записях Берната Мункачи есть стихотворение Михаила Семенова, тоже участника Первой мировой войны, тоже самого попавшего в плен. И Бернат Мункачи, собирает лингвистический материал, записывает из стихотворения Михаила Семенова на удмуртском языке. И он, Бернат Мункачи, пишет, что вот это удмуртский мужчина Семенов
Потом Александр Гусевич Шкляр уже находит в других записях, где-то в архивных материалах, что он родом из деревни Большая Кибя или Горшу Можгинского района. Мы тоже пока не знаем его биографию, дат жизни, но очень интересно. Понятно, стихотворение на удмуртском языке, по стилистике, по тональности, это песня такая, да, народная, с повторами, с рефренами, с единоначалием, одинаковыми концами строк, но это, в общем-то, уже стихотворение на удмуртском языке, видимо, датировано в 15 году. Вот такой очень краткий обзор до революционного периода. Я уже, по-моему, час говорю, уже, наверное, все. Значит, второй этап, это 20-30-е годы, самый интересный. Мы сегодня это называем культурно-этническим ренессансом, но литература между культурно-этническим ренессансом и советско-пролетарским реализмом. Реализм, соцреализм как направление официально возникло в 1932 году, вы знаете, и здесь я привожу ряд фамилий. Надо понимать, что почему культурно-этнический ренессанс. Время 20-30-х годов колоссально интересно. В монографии Петера Домокаша приводится цифра, что в этот период было порядка 100 удмуртских поэтов, писателей, критиков. 100. Где эти фамилии? Конечно, было бы замечательно, если бы мы все эти фамилии восстановили. Это тоже, это целина сплошная, и это, в общем-то, удел уже работы последующих филологов. Понятно, что кто эти 100 человек? Была ситуация следующая. Все, кто уже умел писать и расписываться, бил себя в грудь. Кто умел писать «мы не рабы, рабы не мы», он себя считал поэтом. И, в общем-то, действительно, примерно такая же. Сегодня ленивый только не пишет, правда? Сегодня тоже кинешь поленом, попадешь в писатель или в журналист. Вот такие же времена были и тогда, в 20-30-е годы. Не писал только ленивый. Другое дело качество вот этого написано. Поэтому очень интересно, очень много произведений однодневных, то есть не оставивших какого-либо следа качественного, эстетического, художественного литературы. Но есть интересные персоны, конечно, Кузибай Герд, Ашальчоки, и о Герде, буквально, о Герде мы сегодня много знаем. И тоже очень много информации в интернете, не буду о каких-то банальных вещах говорить. Надо понимать, что самая трагическая фигура. Но до конца глубину Герда мы еще не познали, потому что не все архивные материалы рассекречены до сих пор. Мы понимаем, что удивительный по масштабу, по мировоззрению, это знаковая фигура. И я привожу какие-то вот факты, это все цитаты, его личные из уголовного дела. Я когда-то делала сценарий к документальному фильму к столетию Герда и имела ознакомиться мне на 2 ночи оригинальные уголовные его дела давал Кузьма Иванович Куликов под расписку на 2 ночи. Притом я забирала вечером, утром приносила, он закрывал в сейф, и 2-ю ночь опять так же самое. Поэтому это был 1996 год, вот, такой эпизод в моей жизни. Значит, но это вот уже позднее, можете прочитать, да, самое значительное, это все его показания нижегородскому прокурору. Но меня удивляет, вот здесь Герду 14 лет, 12-й год. Именно в 12 году он поступит в Кукарскую учительскую семинарию, то, что в Кировской области. Конкурс был колоссальный, 4 человека на место. Он выдержал этот конкурс, по-честному поступил и был единственным удмурт среди русских семинаристов. И тогда же он пишет, что когда мне было 14 лет, я прочитала небольшое стихотворение Горького «Валашская песня» со словами: «А вы на земле проживете, как черви слепые живут».
Нет, я не должен жить как червяк, я должен выйти на широкую дорогу. Такую клятву и дал самому себе. И, собственно, вот эти слова станут его девизом, станут его мотивировать на то, чтобы жизнь свою положить во имя просвещения удмуртского народа. Герд дважды, у него было 2 этапа московского, он учился в Высшем литературно-художественном институте имени Брюсова в 22-25 годы, это первый период, и второй период он учился в аспирантуре в 26-29 годы. Будучи аспирантом, он написал 2 диссертации по этнологии и по фольклору. И вот это его слова, это тоже все цитаты, это цитаты, которые относятся к московскому периоду. В общем-то, мы понимаем, чему он был одержим. И, конечно, в конце его материала уголовного дела есть запись, которая меня просто буквально переворачивает. Он пишет: моя собачья привязанность к удмуртскому народу погубила, моя собачья привязанность к удмуртскому народу погубила ее. Я не могу читать без дрожи, мурашки по спине, да? Моя собачья привязанность к удмуртскому народу погубила меня. Не буду комментировать. Человек, вот некоторые его стихотворения, это в переводе уже стихотворение, обратите внимание, стихотворение, вот как о революции писать, вот конечно, вот очень коротко, очень как марш. Собственно, его псевдоним Герд, это ведь тоже, когда у него было много псевдонимов, Щурло, Адями и так далее. И когда он окончательно остановился на псевдониме Герд в 20 году, и когда у него спросили, а почему, собственно, именно Герд, он ответил, как поэт и как публицист, что негоже в это революционное время носить фамилию бытовую чайников-самоварников. Но когда его спросили, ну ты изменил и имя, Кузьма, он сказал, к такому короткому слову, как выстрел, Герд, требуется длинное слово, многосложное, Зибай Герд. Он был поэт даже в этом. Вот стихотворение «Революция», 19-й год. Конечно, он революцию воспринял всей душой, потому что революция значила новый свет, горизонт, будущее. Но он разочаровался в революции в период 25-26 годов. Это другая история, не буду сейчас долго говорить. Но обращаю внимание на это стихотворение, на вот такое марш на бат. Очень, и перевод хороший, и оригинал такой же. Очень много коротких слов, односложных, двусложных. Самое интересное, потом в 20-е годы в газете «Гудри» стали появляться такие же тексты, уже плагиаты, о чем только не писали, вот в такой тональности, в такой композиции. И очень интересно, в середине 20-х годов Аркадий Клобуков, в будущем ставший детским поэтом, он делает обзор поступивших стихотворений молодых поэтов 20-х годов. Очень много же писали, вот эти 100 человек же откуда-то взялись. И, например, стихотворения стали писать про Лыдун, чесотка. Чесотка это, вот там пишут стихи. А Клобуков пишет, то есть подражая Герду, вот революция, Клобуков пишет, делая обзор. Мой милый друг, он пишет, обращаясь вот к этому юному стихотворцу. Стихи он пишет, это кружево. Кылбуранцы чильтер, то есть стихи это кружево, и негоже вот так воспевать вот эти бытовые темы, как чесотка, там, лихорадка, где там чего. Стихотворение Монки Ясько, конечно, это стихотворение, ну, здесь в оригинале, стихотворение навеяно мотивами гражданской лирики Некрасова, безусловно. Мы сеем, а жать подоспеют за нами другие. Может быть, слопчут, если вы благие, но мы сеем. Вот этот позыв, когда стихотворная строка слова как зерно. И, конечно, мы тоже не имеем права забыть ни удмуртский язык, ни литературу, ни Герда, потому что мы все-таки не варвары, правда? И он так надеялся, что мы
будем достойны его. И, конечно, «Ветру и Шора», триолет, роскошный триолет, просто шедевр удмуртской литературы. Это автоперевод Герда. Но надо сказать, что оригинал написан не в форме триолета. Триолет – это сложная, твердая форма стиха французской поэзии. Классический триолет состоит из 8 строк. Сложность заключается в том, что 2 только рифмы в триолете. В 8 строках, значит, первая строка повторяется на месте 4 строки 7, а вторая строка повторяется на месте 8. И безусловно, что это очень сложная форма. У нас мало кто пишет триолеты. Оригинал, повторяю, не в триолете, он переводит свой оригинальный текст в формате. Я думаю, что он это перевел, будучи студентом литературного института, в период с 22 по 25 год, потому что как раз в институте в то время преподавал Иван Рукавишников, русский поэт, который во всей истории русской литературы издал 2 сборника триолетов в 17 году и 21, а Рукавишников читал там лекции. И я очень допускаю, что Герд это перевел для своего мастера, учителя, чтобы показать красивое стихотворение «Ветру и Шора». Оно такое, знаете, и по форме, и по семантике, и по образу, и по заголовку, правда? Это удмуртский текст, одновременно и поэтический, и публицистический. Ну вот, стихотворение «Удмурт» уже в авторском переводе. И, ну, в общем, я тут какие-то данные фотографические приношу. На самом деле, обратите внимание, он ведь очень был молод. Его арестовали одним из первых в 1932 году. Ему было 34 года, когда арестовали. Если начал писать с 14 лет, то активно в жизни это, в общем-то, 20 лет. Сейчас полное собрание Герда издано в 6 томах, но я допускаю, что это не полный Герд, безусловно. И в заключение по Герду, наверное, мы сейчас заканчиваем, но Герда закончим. Не могу не привести его письмо, адресованное из Соловков, письмо в 1934 году, написанное Наговицыну Иосифу Алексеевичу. Это письмо сейчас опубликовано, это не во всех уже многих изданиях. И он пишет, что я обращаюсь к вам с просьбой, не сможете ли вы принять какие-либо меры, чтобы архив мой и ценная библиотека ВТК каким-то образом были спасены. Кроме того, у меня у знакомых остался архив фонографической записи удмуртских песен «Мелодии на 300 валик». И когда это письмо было опубликовано, Александр Григорьевич Шкляев, который одним из первых начал заниматься судьбой и творчеством Герда, он поднял, в общем-то, это письмо было опубликовано в 1988 году. И Александр Григорьевич Шкляев, который учился на факультете журналистики МГУ в 60-е годы и в аспирантуре, и у него круг знакомых в Москве достаточно широк, он стал звонить, поднимать своих московских друзей, стал заниматься в архивах, у кого могли быть оставлены эти валики, может быть, где-то кто-то жив. И вы не поверите, вот опять-таки рукописи не горят, я начала с этого, завершаю. Вы не поверите, что они вышли на Веру Николаевну Недзвецкую. В архивах нашли адрес Старый Арбат, дом такой-то, квартира. Пошли по этому адресу, на дворе 88 год. Они звонят в дверь, открывается дверь, и выходит старушка Вера Николаевна Недзвецкая. И она говорит: я всю жизнь ждала, что кто-то придет за Гердом. Она через год умрет, в 89-м. Представляете? И она это все сохранила в старой московской коммунальной квартире. И сейчас эти валики потом были переданы в краеведческий какой-то музей, я не помню, в Санкт-Петербург. И то, что Денисов занимается этим, это вот благодаря этому письму, который был обнаружен Шкляевым, и благодаря вот всем этим последующим событиям. И вот я вот о чем, что филология это тоже, в общем-то, знаете,
Хорошо, что у нас есть истинно филологи, как Петр Павлович Поздеев, как Александр Ильич Шкляев и так далее, и так далее. И, в общем-то, мы все, вот они делают благое дело, возвращая в литературу забытые имена. А еще раз говорю, что действительно пласт 20-30-х годов — это целина, которую надо пахать и пахать. Вот знаете, я тоже только до Герда дошла. Все. Спасибо за внимание. Давайте 5 минут про современную литературу. Вот прям 5 минут про 5 минут про современную литературу. Своими словами, без презентации уже нет. Да. Ну, я и так мы понимали все своими словами говорю. Современный период, речь идет о конце 20 века, начале 21-го. Очень интересный период, потому что он напоминает вот эти 20-е тоже годы, да, пишущих очень много. И это меня радует. У нас есть сетевая литература, сети литература, и это тоже радует. Другое дело, что очень много, возможно, тоже будет таких произведений однодневок, пишущих молодых людей, которые жаждут писать, но войдут ли они в литературу, это покажет время, через 50, 60, 70 лет. Их тоже наберется 100 человек, но в литературе останутся. Но сегодня я уже могу сказать, что есть очень яркие, интересные имена. А если есть тенденции, литература у нас женская, очень много женских имен. У нас наконец-то появляется очень интересная женская проза. Вообще до конца 80-х годов у нас не было женщин-прозаиков. У нас очень много женщин, интересных поэтов. И сейчас яркие имена: и Мария Векшина, и Дара Лили, и Галина Савина, Римма Игнатьева, Лидия Нянькина, Лена Минигараева. Роскошная, замечательная прозаик. Дальше. Третий момент. Безусловно, возрождается драматургия. И очень много в этом плане делает Дара Лили. Прямо низкий поклон. Культуртрегер, и прозаик, и драматург. И, знаете, прямо в ручном режиме, они такие же, как и Герди, и вот эта компания, они проводят какие-то акции, какие-то семинары, что-то собирают, переводят и так далее. Замечательно. Дальше явление этнофутуризма, которое у всех на слуху, да? Этнофутуризм пришел к нам из Эстонии, вот когда у нас Ижевск стал открытым, вот прямо культуртрегеры, этнофутуристы приплыли к нам из Эстонии. И вот этнофутуризм прямо прижился на нашей почве, прямо мы как будто ждали этого. Лично я отношусь по-разному к этому явлению, неоднозначно. Я не буду сейчас свои, но идеологом этнофутуризма является Виктор Леонидович Шибанов, который очень много статей пишет на удмуртском, русском языках, пропагандирует. Конечно, и дальше. Следующая тенденция. Возродилась, наконец, переводческая школа. И есть очень интересные примеры, когда мы начали переводить с европейских языков на удмуртский и наоборот, без посредника, без русского языка. И у нас есть сейчас появились переводчики, владеющие в оригинале, то есть языками европейскими, немецким, английским, венгерским, эстонским, финским. Другое дело, то есть переводится много, достаточно. Другое дело качество этих переводов. Это другой вопрос. Пока количество не переходит в качество, это тоже дело времени. Дальше, в общем, то, что я нынче набрала в литературный институт переводческую группу, это тоже замечательно, потому что я в свое время заканчивала эту группу в 80-е годы, и с тех пор ничего не было. А до 80-х годов мы были первая группа, то есть, в общем-то, тогда как народы Кавказа, там, по сути, в этом литературном институте через каждые 5-6 лет, да, то есть что-то делается. Конечно, мысль потеряла. Ну, в общем, вот к чему. Если взять в целом финно-угорской литературы России, то, мне кажется, удмуртская литература – это не субъективный взгляд. Поймите, я владею и коми литературой, и мордовской, и марийской литературой ситуации.
то наша удмуртская литература очень даже на высоте. Другая проблема, что читателей все меньше и меньше в связи с русификацией. Но литература без читателей быть не может. Поэтому удмуртский язык надо знать, изучать, сохранять, что мы и делаем. Спасибо большое Вере Григорьевне еще раз. И мы переходим сейчас тогда к чтению стихов, в котором примут участие студенты Веры Григорьевны из литературного института и еще один специальный гость наш. Да, давайте, выходите, девочки. Пожалуйста. Стихи будут как в оригинале, так и в переводе. Давайте начнем тогда. Ты вы как волк для сахи. А спросил ли мой друг у овса, что созрел на полях? Ночь и день, почему он шумит? Ночь и день сам с собой говорит. А у речки спросил ли мой друг, почему она вечно журчит, не смолкая струится, бежит? А весной в садах соловей, почему распевает цветей? Ты об этом спросил ли, мать? Хоть мотылек твоя душа, зачем ее поранена крыла? Хоть сердце мелодично точно трещит, зачем оно его оборвана струна? Хотя мечта, как золота струя, зачем цепями скована? Это стихотворение 20-х годов Шевчук, и она при жизни успела издать один поэтический сборник в 1925 году. Всего 37 стихотворений. Теперь, я думаю, мы сейчас прочитаем Федотова. Михаил Федотов, это поэт, последний практически советский поэт, дата жизни 58-95, стихотворение, да, очень, это первый бесстремянский поэт, он сам себя так позиционировал в оригинале. Шептывища, асылдыр пунселек, дүннеке жит, намон качшылыко. Укешурек, учко, мыскылнолек, бирсерьёсы, ушкам тулпунешко. Тасеригам гене шипыт начус, муне гене козобуш борнорьёс. Огас атай, тузбуй улынлыткос, вызвазывай пальпай, чуш пучуоз. Мун тот мохач, от приучи. Беркун сери, беркун дечкыл, кылпул. Окполмане чашьёс волдыкылчин, панщилыкме, пачтос, панчем толпол. Лыки Софья Князева. И второе стихотворение Герд. Тоже автор Михаил Федотов, стихотворение посвящено Герду. Щавришно пашки смедагерд, узвещещу мынызный укос. Сошитись, совалаздырно, бер, кинкарис, ланзе, толкус. Но шпотевал совен учки мес, согаличивус чиленщин юсас. Но шпотевал гертлен дуамес, мардонна ажу эш хороса. Но шпокбулы и бор дорпалаш, шарнокчик пордарьёс джужетеш. Кучалрен бумыгес генедаш, уж без сиклян вмете. Нарщарышмал пашки смедагерд, пищмут бумызе мертахос. Визину, эсперчишка герд, уката герджашкис, юанкус. И это стихотворение в переводе на русский язык прочитает Влад Верещагин. Так о чем же он думал в последний свой час, когда сердце готовилось пулю сглотнуть? Он, наверное, понял, с чего началась эта злоба свинца, что летел ему в грудь. Он, быть может, постиг, кто, за что и зачем превратил его жизнь в узел вечных проблем. Захотелось Иуде в глаза посмотреть, захотелось спросить, прежде чем умереть. Как живешь, бывший друг, в гнусной роли своей? На кого заготовил ты новый донос? Но остался на острове гневный вопрос, и с родной стороны никаких нет вестей. Только пуля, летящая через года, только пуля, несущая гибель и тьму. Что последняя опорой служила ему, может, вера, что узел его никогда не удастся уже развязать никому.
Васильева в переводе на русский язык. Тишина. Словно вовсе нет ветра на свете. Спят березы, не дрогнет на ветках листва. Колосья от полей повзрослевшие дети чуть качаются, выдав в песне слова. Собираются птицы в отлетные стаи, полон грустных мелодий вздыхающий лес. Видны безутешные крылья печали на ненастливом дне беспредельных небес. И отчаянный месяц последнего грома сам уходит, не ведая части вина. Тает лето краса над крышей дома, незаметно, светлая тает луна. Это был хор Васильева. Конечно, у нас роскошна в целом вообще женская лирика, и образцы женской лирики сейчас прочитать еще девочки. Людмила Путянова. Людмила Путянова курить шампанской, разміщену щеленкать, уктери пуско чаркає. На що Кінекевич шмуркай, шамки скучки шкоду кналє. Везаджак щартирку нос, арган вікриш яку джиса, ебе полазище чим'йоз, овучко соус кажеса. Чагир бойово то лиш джит, лемпуша шкає научиле. Туннено учит, бо титки сот тот моса доле. Ова ажока дік один, то не вожмала що чим'йоз, ова ажока дік шуден, шун те, що не довіраньйоз. Куриц, ой куриц, тон кишкаткать, патитом дордеше шкаєн. Шампанской, мазмічну щуленкать, уктери ускочакає. Крылце. Если Людмила Путянова и кылбур на нике пишется, вот так кылбур шампанской, егетнул шлемкать, уктер ускочаркае, это совершенно шедевр. Союзник, మనం పోతే так кылбур что мы тем станет я сейчас включу тем станет. Людмила Путянова пришла в литературу в 80-е годы. Она, мне кажется, самая близкая по духу, по интонации Кошачьи. И, собственно, вот есть ряд стихотворений, она очень фольклорна, но и очень современная, потому что по культуре стиха, наверное, мало кто может сравниться с Людмилой Путяновой. Она в свое время закончила аспирантуру Института мировой литературы как раз по классу по теории стиха и издала монографию «Удмуртское стихосложение». И она лучше всех вообще владела всеми нюансами стиховедческой культуры, но осталась при этом приверженницей вот классической формы такой фольклорно-лирической удмуртской песни. И она не увлекалась никогда всеми этими измами, она никогда не писала в угоду моде. И вот как раз в ее консервативности была ее сила. К сожалению, мы это только поняли позднее, когда она ушла рано из жизни тоже. И напоследок Алена Мохова, она современная удмуртская поэтесса, я предлагаю прочитать ей свои стихи. Кимлашке чурясалы джиса, тонун шета сочтет параде. Банилон дека цикедер тыса, тонун гошты ушем резкал бурде. Тона сесте уштишко дуния, бачурясты шабыла жипу. А синтезе шатазы калбурат, шинкелиоз, мазмалон на кайгу. Шинясат надавал бушеч, баньясат кижелен чьялом. Но паньясат нынчелыч на муреч, уж мало огожем деку лалом. Кінмонтунне, водері, як язор, джужит був батько, я шишмем кот, та уломом панна, тож пачка двош, пертем жужагес, борда соввош. Єни мина модигес віщоне, пот поднунав вишкалям у горме, рожкін соєни, минам тушмоне, а рьос чоже, собожма беремє, наш маромон, лишко, чидачко, бужем шемо готвіна вішко, а дяміша шкет, мон купанчан, мона шики, узношет задбакчан. На этой ноте, то, что молодая поросль имеется, мы вот совершаем выступление. А еще у нас есть специальный чтец Лена Ильина. Лена Ильина, она режиссер нескольких документальных фильмов, сотрудник киноиндустрии, тоже прочитает стихотворение.
bir yaşarçök yestinde. Mon viştem, tuż viştem baylaşlam. Şundıklı bekçi zor uşuku, inşoru boyuviş çujaku, soçebet boyuviş kayterem, kuemel usal şusa, malpaşko balaşlam. Уйосын ошвыла учкыса, кижелит уйосы зачеса, сосыз чыртыкыш лештыны амалы келусал шуса, малбашко валашло. Лыс пилем шундыес чоптаса, азвещен зарниес дурьяшке, судурес баштыса кышетмес дурьяме келусал шуса, малбашко валашло. Мон алино виштем, туж виштем, тулыс вук варайскылыса, Рекчиват йосыз ваташко, рекчиват йослос кыса, зем шуде ажланин дышуса, ажланин ваташко. И еще хотел добавить, что вот прелесть удмуртского сообщества в том, что вроде бы там встретились, все пришли на одно мероприятие, и обязательно в аудитории окажется несколько поэтов, литераторов, людей, которые пишут стихи, рассказы. И вот сегодня среди нас тоже такой человек, Лариса Марданова. Если есть настроение, Лариса, ну, можно прочитать какой-то свой стих, свой или чужой. Если нет, то просто пристань, пожалуйста, мы тебе поаплодируем, мы поблагодарим тебя, что ты занимаешься творчеством на удмуртском языке. Сегодня день удмуртского языка, и я хочу прочитать свое стихотворение, посвященное народу Умуром, а, к сожалению, которого уже нет. Еруме Мушкине Вишмалича. Шетоз меда, татын ваню скуры. Уйвет йосык и лиз вушсад бакча. Лудвёз вальцин держабыркы. Укче бирмашашка выжвал юсты. Ваньзе усыкнута эксей турын. Ярьёс ширыш уквет ачагрты. Кужаешке кужал подсын. Табал гуртёс. Шайёс набыемын даурьёсы. Геры шишмешуем. Татын музеем версерно чакнемын. Шуэс узюз ватакуе. Кыче зано чинет тырматылык таулосес. Малы асущ нотблык. Кыче кылес. Кыче крежес укыл. Мылют пьет. Кыче кошкиттон. Мурмакалык. Так как здесь есть русские, я хочу читать перевод. Стихотворение перевела моя подруга, мы с ней учились вместе в литературном институте. Она, Татьяна Маликова, сейчас, насколько я знаю, председатель Союза писателей Тамбовского Союза писателей. Забыл, где дом, блуждая по цветам, пчела не верит, что нектар горчит. Здесь только в снах приходит дождь к садам, и над лугами бегут тень кружит. Повлекло солнце, не раздав тепла, и все цветы забиты царь травой. Ослепших глаз озерных синь ушла, хранит полынный саван волн покой. Дома пусты, кресты гниют в веках, забытый плуг напрасно шлет в земле. Она спеклась, из трещин на губах ни слез, ни хлеба, все теперь в зале. Каких костров ты здесь развеял дым, какую мудрость в сердце не сберег, какую песнь не спеть сынам твоим, куда ушел ты, Мурома народ? Спасибо, мы на этом будем завершать, но пару информационных таких включений. Во-первых, вот я хочу представить Ольгу Урасинова, соорганизатор этого мероприятия, преподаватель. Те, кто не знают, вот в Москве есть возможность изучать удмуртский язык бесплатно. Возможность существует при постоянном представительстве Удмуртской республики при президенте Российской Федерации в Москве. Вот, значит, найдите Ольгу, Ольга Урасинова. Если у вас есть интерес изучить удмуртский язык, какие-то вопросы задать, получить материалы, пожалуйста, обращайтесь. Уроки проходят... Октябрьский переулок, дом 9. Каждую неделю. Да. Также периодически мы после занятий играем в удмуртские настольные игры. Вожодыр и Джеч-перепечь. Так что, если у кого-то есть желание присоединиться, если даже вы владеете языком, то приходите, потому что тем, кто играет, и тем, кто изучает удмуртский язык, очень важно наличие носителей рядом. Вторая информация. У нас День удмуртского языка расширяется, география становится
там, почти сопоставимый с географией мира. И в Москве уже не одно мероприятие, а два в этом году. Второе мероприятие, тоже в честь Дня удмуртского языка, пройдет в эту субботу. Оно пройдет как раз в здании постоянного представительства главы постоянного представительства, да, Удмуртской республики в Москве. Вот, в субботу, начало с 2 часов дня. Там будет доклад об удмуртском языке, о его текущем положении Виктора Николаевича Денисова, кандидата филологических наук. Будет выступление Глафира Николаевна Никольская, это такой мэтр удмуртской педагогики, преподавания дидактики, то есть подготовки материалов для преподавания удмуртского языка. Так что, пожалуйста, имейте в виду, удмуртская программа продолжается. И будет еще выступать два ансамбля. Лемпучач Каос и Чупчигур. Два удмуртских ансамбля, настоящих, из Удмуртии, таких самых настоящих. Значит, все как надо. Так что суббота, продолжение Дня удмуртского языка. И последнее. В воскресенье будет Московский фестиваль языков большой, на котором порядка 50 разных языков мира представляют, языков России. Там тоже будет удмуртский язык, и его будут представлять две девушки, выпускницы факультета удмуртской филологии из Ижевска, специально приедут, Евгения Архова и, не помню сейчас имя, вторая девушка, прекрасные специалисты, тоже можно Вот сегодня мы как бы рассказали об удмуртской литературе, а если вы не знаете, но хотите узнать про падежи, суффиксы, там, прошедшее время, давно прошедшее время, будущее, вот это все в их лекции за 20-30 минут, в воскресенье они расскажут, все происходит в здании Высшей школы экономики на метро Бауманская. А во сколько еще будет? Там программа на весь день. То есть вам нужно найти Московский фестиваль языков, и там будет написана программа, когда удмуртский язык. Вот. Все, на этом все. Пожалуйста, у нас остались напитки, закуски. Всем большое спасибо. Праздники.